Ольга Николаевна, регулярно поднимается тема слияния авиакомпании «Якутия» то с авиакомпанией «Алроса», то с полярными авиалиниями. Вот вообще, насколько возможно такое развитие событий, насколько это перспективно для авиакомпании «Якутия» будет такое слияние? Ну, вы знаете, я в числе тех, кто считает, что это правильно. И это, наверное, не связано только с тем, что вот я сейчас генеральный директор авиакомпании «Якутия». Эта идея, она возникла еще до 2010 года, в начале века, да, этого 21 века, когда рассматривалась концепция развития авиатранспортного комплекса, потом была создана на этом основании программа, и, в принципе, по этим нормативным документам, которые утверждены правительством Республики Саха-Якутия, в 2011-2015 годах должен был уже процесс интеграции быть запущен. Но, к сожалению, в силу объективных, субъективных причин это не произошло. Да. На сегодня я считаю, что ситуация и на внешнем рынке, она складывается таким образом, что нам однозначно надо объединяться. Однозначно. Речь идет о слиянии и объединении только в одно юрлицо. Вот я лично так считаю, что нет необходимости. Во-первых, потому что у каждой компании есть сертификаты, да, эксплуатанта. Это дорогого стоит. Есть свои компетенции. У нас в принципе, есть возможность разделить и рынок, и направление таким образом, что каждая компания будет работать в своем сегменте, и я надеюсь, что за счет того, что это будет единый комплекс, единый холдинг, можно решать вопросы совместно. Да, у нас есть на территории республики, ну вот как вы сами говорили, да, наши конкуренты или коллеги, по-разному можно говорить. И, в принципе, происходит снижение доли республиканских компаний на внутреннем рынке республиканском. Вот за счет этого объединения мы бы могли эту долю увеличить однозначно. Мы бы могли в любом случае улучшить нашу операционную деятельность. Даже мы анализировали и говорили о том, что если даже вот просто в нынешней ситуации рассмотреть парки воздушных судов наших трех компаний, то мы можем получить определенную экономию за счет того, что выполнение существующей маршрутной сети и этого объема работ по применению авиации в народном хозяйстве можно выполнить меньшим количеством воздушных судов, которые имеются на сегодня в компаниях. То есть это те деньги, которые могут пойти уже сразу на сегодня или на снижение затрат, или на освоение новых маршрутов, или на зарабатывание за пределами Республики Саха-Якутия. То есть нужно смотреть. Это то, что говорится по поводу республики. Но вот обратите внимание, ведь это же уже не просто тренд, да, это делают международные компании. Это делают на сегодня российские компании. Ну вот пример по поводу Аэрофлота. Аэрофлот четко заявил еще летом о том, что он будет объединять свои дочерние компании. Это Донавия, Оринэйр и Россию. Ну, и звучала информация о том, что они создают единую Россию. Такая шутка. И это же тоже говорит о том, что люди считают и люди понимают, что есть необходимость, есть возможность. Идет укрупнение компаний. И в сегодняшней ситуации, на мой взгляд, это было бы правильным решением республики.